того момента, как наши войска достигли территории Чечни. Маршрут аэродром Беслан, Северная Осетия, Грозный проходит сквозь территорию Ингушетии, и появление в этом районе войсковых колонн было встречено без энтузиазма. Еще днем стали поступать сообщения о блокировании ингушами российской колонны и о первых жертвах. По крайней мере, 2 человек погибли еще тогда. К вечеру ситуация еще больше обострилась. Пройдя сквозь кордон в районе села Барсуки, российская колонна вновь была остановлена у селения Гази-Юрт. Официальные лица Ингушетии сообщают об обстреле этого села российской армией, причем даже с воздуха. Президент Ингушетии Руслан Аушев около 7 вечера сообщил, что в его республике разрушено 6 домов и 1 мечеть. 3 человека погибли. Среди них министр здравоохранения Ингушетии, которого вытащили из машины, когда он пытался остановить колонну, избили, и позже он скончался. С наступлением темноты в Ингушетии появились горящие машины российской армии. Между тем, на самом деле Чечня это не просто где-то далеко на юге. Если сейчас там разгорится война, то автоматически будет введено чрезвычайное положение на всем Северном Кавказе, ибо реально сегодня при нас уже туда целые отряды ингушей приходили, были кабардинцы, были из Абхазии формирования, из Афганистана уже приходили маджахеды, то есть реальная интернационализация конфликта, а дальше я думаю, что вполне вероятен вариант при каких-то террористических актах уже в других регионах России введения чрезвычайного положения по всей стране.